Здравствуйте, дети! Сегодня у нас урок музыки. Прозвенел уже звонок. Начинается урок. Встаньте, дети, не ленитесь. Все мне дружно улыбнитесь. Сейчас музыкальный начнется урок. Об этом сказал нам веселый звонок. Сказал, заливаясь на ноте высокой: друзья, поздравляю с началом урока. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Как ваше настроение? Очень хорошо! Пора нам заниматься. Да. Мы будем все стараться. Так же, как всегда. Будем танцевать и песни распевать. Прошу, ребята, вас за мною повторять. Сегодня, дети, мы с вами узнаем о традициях татарского и русского народа, проживающих на территории Казахстана. Посмотрим видеоролики об этих народах, а также узнаем, что такое Ассамблея народов Казахстана. Разучим новую песню и будем разыгрывать разные игры. Ну как, ребята, готовы к уроку? Да. Хорошего вам настроения и успехов! Значит, мы начинаем сегодняшний наш урок с проверки домашнего задания. Домашнее задание было таковое. Мы проходили о народах кавказской национальности, дети. Сейчас вот стоит на доске ромашка. Вы берете с этой ромашки по одному лепестку и отвечаете на вопросы. Кто первый, дети, хочет выйти к доске? Ну-ка, Аян. Читаешь задание. Перечисли, какие народы относят к Кавказу? Азербайджанцы, молдаваны, армяне, чеченцы, иранцы, ингуши, осетины и грузины. Угу. Правильно? Правильно, садись. Следующий вопрос. Кто выйдет, дети, к доске? Кто? Ну-ка, Сезум, приходи. Поворачиваемся к детям и отвечаем. Читаем вопрос. Как называется грузинский народный танец? Как называется? Лезгинка. Молодец. Следующий вопрос. Кто выйдет к доске, дети? Ну-ка, следующая группа. Батыржан, уходим. Как азербайджанцы называют народных исполнителей? Как называют народные исполнители? Ашуги. Правильно, дети? Да. Правильно. Молодцы. Дальше. Следующий вопрос. Ну-ка, Ерхан. Смотрим сюда. Читаем. Как называется очень популярная детская азербайджанская песня? Детская... «Мои цыплята». Мои цыплята. Правильно, дети, детская песня. Следующий вопрос, кто ответит? Ну-ка, следующая группа. Нуром. Дети. Назови грузинские музыкальные инструменты. Зурна, пангури и чангури. Молодец, правильно. Правильно, дети, да? Да. Следующий вопрос. Ну-ка, кто выйдет к доске? Ну-ка, Нурзада. Сразу поворачиваемся к детям и отвечаем на вопросы, дети. Читай вопрос. Дети, поворачивайся. Назови азербайджанские музыкальные инструменты. Саз, тар, кеманча, чаган, нагара. Молодец. Правильно, да, дети? Да. Правильно. Следующий вопрос. Уджан, выходим к доске. Как называется музыкально-поэтический жанр? Как называется музыкальный жанр? Дастан. Правильно? Да. Молодцы. Следующий, последний вопрос. Кто выйдет у нас?
А сама выходим. Последний вопрос. Ну, как детям. А сколько голосов исполняется грузинская народная песня? Во сколько голосов исполняется? 3 голоса. Правильно? Да. Молодцы, дети. Дальше, дети. Мы сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, дети, все смотрим на доску, видеоролик «Ассамблея народов Казахстана». Внимательно смотрим. Современный Казахстан – это многоликое сплоченное общество людей разных этносов и вероисповеданий. Мир и согласие в стране сохраняются за счет мудро проводимой национальной политики. Но за последние 100 лет в истории Казахстана до обретения им независимости было немало горьких страниц. Голод, тоталитарный гнет, репрессии, депортация. Сегодня на 9-й по величине в мире территории живут и трудятся около 16 миллионов казахстанцев. Единая нация с общей историей. Им законодательно обеспечено равенство прав и свобод, независимо от расы, этноса, языка, отношения к религии и принадлежности к социальным группам. Закономерно, что именно в Казахстане на территории дружбы, согласия и взаимопонимания в 1995 году появилась уникальная структура – Ассамблея народов Казахстана. Именно первая сессия Ассамблеи народов Казахстана единогласно приняла резолюцию о проведении республиканского референдума о продлении полномочий президента республики до 1 декабря 2000 года. С самого первого дня создания Ассамблея народов Казахстана стала настоящей диалоговой площадкой, где обсуждались и доводились до первого лица государства проблемы межэтнических отношений в стране. В 2007 году Дети, вы просмотрели видеоролик, да, Ассамблея народов Казахстана? Теперь давайте ответим на такие вопросы. Что мы поняли из этого, дети? Чья бы эта идея была создать Ассамблею народов Казахстана? Ну-ка, Айна. Эта идея была идеей Нурсултана Назарбаева. И в каком году эта идея у него была? В 1992 году. На первом форуме народов Казахстана. Молодец. Дальше второй вопрос, дети. Какие народности проживают на территории Казахстана? Какие народности? Мы сейчас просмотрели. Какие народности? Ну-ка, Ерхан. Например, азербайджанцы, татары, российцы, Русские. русские. Еще кто дополнит? Можно? Ну-ка, Лорен. Узбеки, курды, азербайджане. Ну-ка, Айн. Молодец. Короче говоря, в Казахстане живут более 130 народов. Более 130 народов и народностей проживают в нашем Казахстане. Да, дети? Молодцы, правильно вы ответили. Третий вопрос. Есть ли у этих народов, проживающих на территории Казахстана, равенство прав, дети? Равенство прав имеются у всех? Они у всех одинаковые права или ущемлены права у них? Можно? Кто скажет? Ну-ка, Сезам. Да, у них есть равенство права. Благодаря мудрой политике нашего проводимой национальной политики детей. Дальше четвертый вопрос. В каком году появилась структура Ассамблеи народов Казахстана? В каком году появилась? Ну-ка, Батыржан. В 1995 году. Правильно, молодец, Батыржан. Я смотрю, вы хорошо просмотрели видеоролик. Дальше, дети.
Значит, Казахстан – это наша Родина, общий дом, где в мире и согласии проживают более 130 народов и народностей. Людей, которые учатся, трудятся, растят своих детей, заботятся о старшем поколении и вносят свой вклад во имя процветания нашей родной отчизны. А сейчас мы узнаем, о каких народах же будет идти речь. Я сейчас вам раздам буквы, они разбросаны, дети. Вы сейчас составите. Ну-ка, быстренько составляем все буквы. О каких же народностях будет идти речь, дети? Какая группа готова, дети? Ну-ка, первая группа. Уйгурский народ. Молодцы. А вы? Татарский. Значит, сегодняшняя тема нашего урока, дети, музыка народов Казахстана, из них татарские и уйгурские народы, да, дети? Значит, у вас был уйгурский народ. Собирайте. Соберите. Окей. И татарский народ ваш. Сейчас я вам раздам информацию об этих народах, дети. Ну, быстренько прочитайте, я вам даю 5 минут на подготовку и 5 минут мы составляем кластер, дети. Быстренько. Все готовимся. Сейчас я вам раздам. 5 минут быстренько читаем. Быстренько читаем. Составляем кластер. О традициях уйгурских и татарских народов, дети. Теперь пишем кластер. Все вместе готовы. Составляем кластер. Помогаем остальным. Быстренько помогаем.
Ставим быстренько чертим. Быстренько всем помогаем. Ну да, и вот так свет. Мы приготовили классное на тему уйгурский народ. Все слушаем, дети. У уйгурского народа есть музыкальные инструменты, как мукам, най, рабапа, карлай, удара, бубен, сурмай и другие. Они производили керамические изделия, как плитки, посуда, детские игрушки и Все слушаем, погромче. У уйгурского народа был свой композитор, как Кудус Кужамьяров. Он производил садыр, халва, назубун и другие. Его песня, да? Да. Они обрабатывали металлы, кузнечное ремесло, изготовление посуды, изготовление ювелирных украшений и другие. У уйгурского народа были свои праздники: Новый год, фестиваль винограда, Курбан, Рамадан. У них был национальные танцы, танцы охотников, танцы влюбленных, танцы земледельцев и другие. Дети. Правильно, да? Да. Все она рассказала? Да. А теперь посмотрим на доску и мы посмотрим видеоролик «Уйгурский танец», дети. Национальные костюмы, посмотрите, какие.
Сизом выводим доске, погромче. Все слушаем внимательно, дети. Мы приготовили кластер на тему «Татарский народ». Мы перечислили татарские инструменты. Гармонь, тальянка, курай, скрипка, сурнай, кубыс и другие. Еще есть национальные блюда – чак-чак, эчпочма, коштилей и другие. Народные танцы – шамабас, апипа, танец уфимских татар, лирический танец с платками и другие. И еще мы перечислили татарские игры – борьба, стрельба, поднятие.